Новый год в своей квартире в жилом комплексе «Солнечный город», Казань, 222 55 00. Еще в начале лета здесь были лишь туристы, а сегодня у Успенского собора сотни верующих после десятилетней реставрации храма осветили. Благословен есть и Христе Боже наш. Крестный ход символически открыл новую страницу в истории храма. После столетней разрухи собор не только возродился, но и вновь стал православной обителью Свияжска. Исполайте деспота. Первая литургия в знаковый для храма праздник Успения Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, в этот день апостолы из различных стран чудом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Девой Марией. Хорошо, красиво. В этот праздник оказаться в этом храме, посвященном этому празднику, это, конечно, большое счастье. Тем более мы, в общем, с таким трудом приехали, у нас автобус задержался. Ну, слава Богу, успели. Церковь внесла сюда дух, и как бы все ожило. Богослужения здесь будут только летом. У храма особый статус. Он в списке ЮНЕСКО. Реставрацию собора вел именитый Валерий Косушкин. Собор был просто в аварийном состоянии. Его пришлось просто реанимировать. На стенах было очень много плесени. Пришлось убирать плесень, пришлось убирать соли. Потом пришлось укреплять живопись для того, чтобы она сохранилась. А потом уже делать тонировки там, где были большие утраты, где была необходимость. У нас в Татарстане не только WorldSkills, но и у нас проходит сейчас иное духовное возрождение. Свияжск стал, и конкретно Успенский собор, достоянием мировой культурной общественности, то и достояние мирового масштаба. И в подтверждение этому звон колоколов над Свияжском. Юлия Муратова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Свияжск.